Здравствуйте, ребята. Суммативное оценивание за первую четверть. Прослушайте текст. И выполним задание по этому тексту. Какое природное явление описывает автор в начале текста? В. Идет дождь. Какое слово лучше всего ставить вместо многоточия? В. Стальные. Какой заголовок подходит к данному тексту? С. Старый Мазай. В каком значении использовано слово «тонет» в предложении? Вся она тонет в зеленых садах. А становится почти незаметным в массе чего-нибудь. Пятый вопрос. Что нравится автору в деревне согласно тексту? А. Красота природы. Шестой вопрос. Какие слова из текста доказывают теплое отношение к деревеньке? Приведите два примера из текста. Тучка, солнце играло, летом красиво убирая, любит до страсти. Здесь, ребята, 4 примера. Задание на говорение. Айтылымға тапсырма. Составьте высказывание по одной из тем, используя иллюстрацию. Так, первая тема – папа, мама, я, чудесная семья. Вторая тема – как я провел выходной день. Третья тема – лето – прекрасное время года. Четвертая тема – случай в заповеднике. Пятая тема – незабываемая поездка в природу. Здесь пример высказывания на тему «Папа, мама, я – чудесная семья». Прочитайте текст, задание на чтение. Что такое хорошая семья? И выполните задание. Озаглавьте текст. В. Образцовая семья. Второй вопрос. Определите ключевые слова и словосочетания текста. А. Доверять, помочь, традиции, честность, верность, уважение. Какая пословица соответствует содержанию текста? В дружной семье и в холод тепло. Зачем надо прививать семейные традиции согласно тексту? Традиции делают семью крепкой. Какие варианты семейных традиций приводит автор? Запишите два примера из текста. Прогулки за город, выходные дни, катание на велосипедах, походы в театр, кино, музей. Здесь не два, а больше примеров. Используя ключевые слова и словосочетания, составьте простой план текста. Негізгі тірек сөздерді пайдаланып, соларға сүйене отырып, мәтіннің жоспарын жасаңдар. Что такое хорошая семья? Это первый пункт плана. Второй пункт – семейные традиции. Третий пункт – уроки нравственности. Осындай 3 бөлімнен тұратын жоспар жасауға болады. Задание на письмо, жазылымға тапсырма. Выберите одну из предложенных тем и напишите письмо другу. Соблюдайте структуру письма. Здесь вам предлагаются 4 темы. Вы должны написать письмо другу на одну из этих тем. Мына жерде берілген 4 тақырыптың біреуін таңдап алып, досыңа хат жазуың керек. О любимом уголке природы, о первом снеге, об одной из традиций вашей семьи, о прогулке с семьей. Здесь пример текста о первом снеге. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам.